На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. Награды нашли героев. Вы золотой фонд республики и страны. Конечно, он должен был сам получать такие награды, не я. С самыми татарстанцами познакомилась Лина Зинатуллина. Друзья и единомышленники, славные соседи. Эти люди сделали то, что сейчас невозможно. Как увековечили память в материале Эльмиры Шамардановой. Блокчейн – новая нефть России. От нефти мы не отказываемся. Все, что есть, это наше. Как Татарстан будет зарабатывать на инновациях, расскажет Александр Севастьянова. Афиша Дня Республики. Как Татарстан будет отмечать свой день рождения? Салават Мухаммадуллин. Сегодня в пушечный двор Казанского Кремля пригласили тех, кого знает и кем гордится республика. 44 выдающихся жителя удостоены государственных наград. Это 44 истории побед и достижений, заслуг и самоотверженного труда. Ордена и медали вручил президент Рустам Минниханов и назвал лауреатов Золотым фондом Татарстана. Портреты героев у Лины Зинатуллиной. 44 награды для 44 самых-самых. Врачи и учителя, политики и артисты, слесари и художники. Сегодня они встретились в Казанском Кремле. Вы золотой фонд республики и страны. Мы гордимся вами. Мы желаем вам успехов. Орденом мужества награжден посмертно. Вместо аплодисментов зал замер в молчании. Награда за мужество посмертно вручается Эдуарду Илларионову. Орден получает его мама. В марте капитан внутренней службы героически погиб при тушении пожара на пороховом заводе. Его караул первым прибыл на вызов. Именно благодаря решительным действиям Илларионова спасена вся команда, но ценой жизни. Конечно, он должен был сам получать такие награды, не я. Ну вот, что теперь поделаешь? Так получилось. Работа у него такая. В родительском доме орден за мужество займет место среди других наград сына. Их у него было немало. Его портрет на стене, старый кот, любимые шахматы. Здесь своего героя любят и помнят. Он же пошел спасать людей. Он же пошел посмотреть, есть ли там люди. Но это, конечно, его специальность. Он же пожарный спасатель. Илларионов – один из 44 лауреатов республики и страны. 46 лет работы и многие поколения учеников, олимпийские победы воспитанников. Заслуги учителя физкультуры 82-й Казанской школы Валентина Шпагина сегодня признали на государственном уровне. Если с утра радостно бежишь на работу, а вечером с большой любовью бежишь в семью, что еще нужно для полного счастья? Гузелия Сафина на своей должности больше 20 лет с момента основания компании «Таиф». Все финансовые вопросы большого холдинга на женских плечах. Это и лучшие мировые практики бухгалтерского учета, и привлечение инвестиций, соцсфера, работа с персоналом. У меня немножко срабатывает временами синдром отличницы, и требовательна поэтому иногда. Но коллектив – это живой организм, коллектив – это на самом деле не только труд, это еще семья. Вот когда коллектив как семья, тогда все получается. За доблестный труд медалью сегодня отметили и главу татарстанского УФАС Александра Груничева. Медали, почетные звания и 3 благодарности президента страны. Всего 13 наград России, 31 республики. Бок о бок в зале заслуженные химики, нефтяники, машиностроители, работники сельского хозяйства, врачи, повара, лесоводы и экономисты. В канун Дня Республики даже дождь никого не расстраивает. Татарстан – это его жители. Они горят каждый своим делом так, что тепла и света хватит на всех. Лина Зинатуллина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Накануне Дня Республики проверка готовности к ее вековому юбилею. Сегодня президент Татарстана провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию столетия образования ТАССР в 2020 году. Дата, по словам президента, позволит лучше узнать историю народа и края, развитие и становление ТАССР. Рубежная дата дала импульс для серьезного осмысления пройденного пути. Отрадно, что в нее активно включились молодежь и ветераны, архивные и научные сообщества. Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан. Рубежная дата дала серьезный импульс для осмысления пройденного пути. Отрадно, что в нее активно включились молодежь, ветераны и научные общества.
Их имена уже давно вписаны золотыми буквами в историю республики. Сразу две памятные таблички установили сегодня на 65-м доме, на Большой Красной в Казани. Так увековечили память Фикрята Табеева и Гумера Усманова. Эльмира Шеймарданова встретилась с их внуками и родными. Они стояли у руля в самое сложное для страны время. Решали непростые задачи. В честь Фикрята Табеева и Гумера Усманова прозвучал гимн в исполнении военного оркестра. Тот вклад, который они внесли, он огромен. Сегодня, на самом деле, тот базис, который был заложен, позволяет нам решать масштабные задачи. Фикрят Табеев и Гумер Усманов внесли огромный вклад в развитие Татарстана и России. При их руководстве появились на свет город Набережные Челны с крупнейшим автозаводом, а в Казани – Оргсинтез. Суметь отстоять интересы республики в такой строгой плановой системе, я скажу, что эти люди сделали очень часто невозможно. В этом доме на Большой Красной они и жили. Два соседа, а еще друзья и единомышленники. Они прожили в этом доме очень яркий отрезок жизни. Очень часто они вспоминали. После того, как Фикрат переехал в Москву, они общались по телефону, разговаривали, встречались на мероприятиях и очень радовались успехам нашей республики, дальнейшим успехам. Художественное решение памятных знаков от скульптора Рустама Байбурина. Сегодня здесь возложили первые цветы. Эльмира Шеймарданова, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». Татарстан по праву гордится своими земляками. Одна из них, Гульнара Галкина-Самитова, первая в истории Олимпийских игр чемпионка в стипльчезе. В ее копилке золото Олимпиады и орден за заслуги перед Татарстаном. А еще она любящая жена и мама. О том, каким был путь к рекордному чемпионству, в сюжете Алмаза Гафиетова. 2008 год. Олимпийские игры в Пекине. Впервые в программу легкой атлетики включили новый вид под непривычным названием стипльчез. Это бег на 3 километра с препятствиями. Гульнара Галкина-Самитова финишировала первой. Она также считается первой спортсменкой в истории, которая преодолела это расстояние менее чем за 9 минут. В настоящее время считается экс-рекордсменкой мира, но на самих Олимпийских играх рекорд Гульнары так еще никто и не побил. Несмотря на серьезную травму, в 2009 году она не бросила спорт. И сейчас Гульнара активно тренируется, также принимает участие в различных соревнованиях. Просто рассчитываю время, на что я на данный момент готова. У меня так и получается по ходу дистанции, стараюсь прибавлять. Спортивные успехи Галкиной-Самитовой оценены по достоинству. Сначала ее наградили орденом Дружбы России, далее вручили высшую награду республики – орден за заслуги перед Республикой Татарстан. С будущим мужем Антоном Галкиным-Самитовым познакомились в 2008 году на соревнованиях в Париже. Он также является спортсменом и тренером. Сейчас пара воспитывает дочь, которая в этом году пойдет в 1 класс. Звонок за звонком, постепенно договорились встретиться в Набережных Челнах. И все, теперь я здесь. Свое будущее олимпийская чемпионка связывает с родной республикой. В то время как многие спортсмены предпочитают жить за рубежом, Гульнара Галкина-Самитова свои спортивные планы связывает только с Татарстаном. Алмаз Гафиетов, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Набережные Челны. Криптокошелек для Минниханова. Такой подарок президенту сделал Виталик Бутерин, основатель криптовалюты «Эфириум». От нефти мы не отказываемся, но блокчейн принимаем. Рустам Минниханов сегодня заявил, что республика готова поддержать интересные блокчейн-проекты. В Иннополисе стартовала первая всероссийская конференция «Блокчейн. Новая нефть России». Что Татарстану даст золотая лихорадка 21 века, выясняла Александра Севастьянова. Более 1000 лучших специалистов России по блокчейну сегодня на одной площадке. Недаром местом проведения первой конференции выбрали город будущего. Иннополис – передовик страны по инновациям. Мы создали бизнес-портал Zeta, и слоганом этого портала являются «Люди, интернет, деньги». Портал для людей, которые зарабатывают деньги через интернет любым способом. Этой криптовалюты и сетевой маркетинг, говорит Сергей Кашурин, автор идеи. Форум нового поколения создан на технологии блокчейн. И для казанской команды разработчиков сегодня двойной дебют. Первая презентация первого по уникальности в мире проекта. Это первое в мире пространство единое, которое объединит всех этих людей под одним логотипом. Чтобы блокчейн-технология заработала, нужна платформа для апробации проектов. Сегодня совместно с топ-менеджерами Внешэкономбанка обсудили создание Центра компетенций в Иннополисе. От нефти мы не отказываемся. Все, что есть, это наше. Но без цифровой экономики и без блокчейн, то есть быть конкурентным в мире будет сложно.
По словам президента, Татарстан готов поддержать самые перспективные проекты. Важно решить, в каких областях их применять. Я думаю, что экономика 21 века в основном и будет цифровая экономика, где нефть 21 века и будет информация. Сейчас Татарстан хотят сделать пилотным регионом по использованию блокчейн-технологий, интегрировать их в обычную жизнь. В планах опробовать систему на Рекпалате. Это упразднит работу. Нет очередей, дешевле госпошлина. Александр Севастьянов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Иннополис. Инновационный подход к движению транспорта. Сегодня Рустам Минниханов принял руководство Эртика ИТС Европа. Обсудили перспективы сотрудничества. Напомним, в 2020 году в Казани может пройти Европейский конгресс по интеллектуальным транспортным системам. Заявку на проведение Минсвязи Республики подал еще в марте. 39 отечественных внедорожников и 7 микроавтобусов сегодня уехали в сельские поселения и школы республики. Ко Дню республики наградили лучшие муниципалитеты. Смотр-конкурс к празднику проводят 7-й год подряд. За это время вручили больше 1500 ключей от автомобилей. Президент Рустам Минниханов лично наградил каждого победителя и отметил, что автотранспорт должен помочь развивать территории, а школам повысить безопасность детей. Муниципалитет – это место, где формируется вся атмосфера, отношение к власти. И, конечно же, мы в своей работе уделяем огромное внимание развитию наших территорий и уделяем большое внимание авторитету руководителей поселений. Не по земле, а по воздуху. В пригороде Казани на подстанции «Центральная» смонтировали уникальное для республики оборудование. Как оно упростит жизнь татарстанцев, знает Александра Севастьянова. Линия Щелоков-Центральная строится для увеличения надежности Казанского энергорайона. Протяженность новой воздушной линии, которая свяжет Елабугу и Казань, 230 километров. Ее завершающий отрезок четырехцепной конструкции. Уникальное для Татарстана оборудование и эксклюзивное в целом для России. Необходимость в нем продиктована прежде всего дефицитом земельных участков в окрестностях Казани. Линия в двухцепном исполнении позволит 400 мегаватт привести в Казанский энергорайон. Имеет один переход через реку Вятку, уникальный переход протяженностью 3 километра. Установка опор максимально оптимальна. Она поможет сохранить почти 1000 деревьев. Польза как для экологии, жизни, так и для спорта. Новая воздушная линия замкнет кольцо 220 киловатт и увеличит надежность энергоснабжения во время проведения чемпионата мира по футболу. Каждая секция весит от 11 до 17 тонн. При установке такой опоры главное соблюсти технологию и технику безопасности. Поэтому на объекте только высококвалифицированные специалисты. Да и погода должна подыграть безветренностью. Данная опора УМ-220 весит порядка 110 тонн. Поэтому монтировать ее приходится тяжелыми кранами, тяжелой техникой, специальная подготовка водителей. Здесь сам фундамент составляет порядка 500 тонн. Закончить строительство энергетики планируют в сентябре, а уже к концу года поставить линию под напряжение. Александр Севастьянов, Разиль Гарипов, ТНВ, Казань. В эти предпраздничные дни чествования идут по всей республике. Трудовые династии газовиков пригласили в центр семьи Казан. В компании «Газпром Трансгаз Казань» всего 81 почетная семья. Общий стаж собравшихся в центре семьи Казань династии насчитывает от 100 до 300 лет. Эти семьи живут и работают в самых разных уголках республики. От имени генерального директора хочу поздравить вас с таким знаменательным событием. Одна за другой на сцену выходит династия Поповых, затем семья газовиков Латыповых. А это династия Зинуровых. Нарядные, с лучезарными улыбками, они приехали на праздник из Сабинского района, где в общей сложности 122 года трудится уже несколько поколений. Такой же стаж у династии газовиков Батмановых. Памятный символ династии и шампанское, и цветы. Их получили семья Синяшиных и Гараниных с общим трудовым стажем 133 года. Возрождают традиции трудовых династий род Сабировых и Гарифулиных со 140-летним общим стажем. Семейная династия Садыковых, общий трудовой стаж которой 179 лет, трудится в Шамарданском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов. Еще больший стаж у семьи Садыковых – 221 год. И финальным награждением стало чествование династии Шаеховых – стаж 232 года. В кульминации праздника его гости отправили в небо белых голубей, как символ благополучия и счастья.
Сделал дело, отдыхай смело. В награду за труд в мир развлечений погрузились десятки татарстанских школьников. День отдыха в Казани получили те, кто на летних каникулах работал в хозяйствах агрохолдинга «Красный Восток». Сейчас такие водные пируэты ребята могут позволить себе и сами. Школьники уверены, их летних зарплат уж точно хватит. Только этот квест в водный мир бесплатен. 42 татарстанским школьникам его оплатил депутат Госдумы Айрат Хайруллин на свои личные средства за реальную помощь аграриям. Мы помогали телятницам, ухаживали за телятами. Дома я обычно такого не делаю. За 3 летних месяца подростки заработали свои первые взрослые зарплаты. Теперь же только и мыслей, на что все потратить. На будущее уж. Как стану взрослым и накоплю, может, машину или компьютер хороший. Зарабатывать и получать новые навыки, такие каникулы работающим детям организовывают больше 10 лет. А завершается летняя страда непременно отдыхом. На этот раз дети побывали в кинотеатре, кафе и аквапарке. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Единственный республиканский канал в регионе, 62 программы и национальное вещание. Сегодня в гостях у ТНВ побывали коллеги из Якутии. Это руководство телеканала НВК «Саха». Чего общего между якутским и татарстанским телевидением, расскажет Альбина Слугараева. Привет. Я слышал, у вас турные показания. С дружеского рукопожатия к дружеской беседе. Коллеги с национального вещательного канала «Саха» впервые на ТНВ. А потому мини-презентация канала и поиски точек соприкосновения. Главное отличие – ТНВ показывают по всему миру. ТНВ у нас вещает во всех средах, которые начинаются с триколора, плюс непосредственное вещание на своем спутнике, плюс все сети, там договоры с кабельным оператором больше 200. Ну, в общем, так. Телекомпания НВК «Саха» единственная республиканская. В нее входят 3 канала. Один вещает на якутском, второй на русском, третий пополам. Скажите, как вы решаете вопрос с национальными кадрами? Сколько у вас часов национального вещания и как вы решаете этот вопрос? Производим ежедневно 7 часов. Журфак есть. Журфак есть. И они так, это журналистику прям идут? Живут же люди. Работают 62 программы, практически все выходят в прямом эфире. Рейтинги каналов очень высокие, потому как интернета в Якутии практически нет. А газеты не популярны, доставка только самолетом – это нерентабельно. Штат совершенно отдельная дирекция информационных программ называется. Не только беседа, но и экскурсия. Гостям показали обновленную Newsroom, новую студию утреннего вещания, новостную, аппаратную и АСБ. Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал Хайырлы кич. Якутские коллеги отметили, что у нас много общего, республики многонациональные, вещание двуязычное. Сегодня общая задача – это сохранить, в том числе и после запуска мультиплексов. Мы именно работаем над сохранением языка, культуры, вообще целостности народа. Поэтому это наша основная задача, я считаю, и мы должны поддержать этот язык. Еще одна общая тенденция – дальнейший технический и технологический рост, качественный контент, подготовка национальных кадров. Альбина Слугараева, Даниил Филатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Старые песни о главном, произведения, любимые многими поколениями россиян, с минуты на минуту зазвучат у центра семьи Казан. Хон Турецкого вновь привез в столицу проект «Праздник песни». Он уже получил поддержку президента России с 2015 года, прошел в 35 городах страны. Сейчас на месте работает наш корреспондент. Рамиль, здравствуй. Расскажи, много ли казанцев пришло на концерты и распеваются ли они уже? Добрый вечер, Алексей. Да, зрителей действительно много, к сожалению, отсюда не показать насколько, ближе просто не подойти. Музыка оглушает в хорошем смысле этого слова. Праздник песни, которого все так ждут, это не просто концерт в привычном понимании, а это, как его прозвала молва, народное караоке, где слово в слово вместе с артистом песни исполняет и зритель поет вместе с артистом, и зритель становится полноправным участником действия, которое, к слову, сегодня должно наполниться национальным колоритом. Хор Турецкого обещал исполнить пару песен на татарском языке. Какими они будут? Ожидание гостей мы услышим сразу после того, как, обратим внимание на сцену, где сейчас поет Гузель Уразова, та самая татарская певица татарского колорита.
Собственно, сбудутся ли ожидания, прояснится через 20 минут, когда на сцену выйдут сегодняшние хедлайнеры. Пока же на сцене концерт «Тугантель». Как понятно из названия, звучат песни на татарском языке. Алексей? Спасибо, Рамиль. Это было включение с праздника песни от Центра семьи «Казан». Республика ждет праздник, но пока Татарстан во власти дождя, жители сегодня в полной мере ощутили конец лета, резкое похолодание, местами до 9 градусов и затяжные ливни со вчерашней ночи. В Набережных Челнах дожди вызвали настоящий потоп в жилом доме. Гидрометцентр сообщает, что дождливая погода сохранится и в День Республики. Так что берите зонтики и дождевики, ведь к завтрашнему дню уже готовы тысячи площадок. Предстоящий День Республики обещает стать самым масштабным за последние годы. Куда сходить и что обязательно увидеть, Салават Мухаммадуллин подготовил афишу праздника. День Республики республика традиционно отмечает широко и без оглядки на погоду. Звезды российской эстрады, гонки, скачки, открытие памятников и скверов и десятки фестивалей. Гуляния пройдут во всех уголках Татарстана. Как и положено, в день рождения Набережные Челны подарят республике цветы. Сразу 18 площадок Автограда превратятся в красочные сады. Основные гуляния пройдут у парка Прибрежный, где выступит группа «Самоцветы». Осенняя куртка и капюшон – главные атрибуты праздника в Нижнекамске. Из-за дождя все гуляния перенесены на другой день. Какой? Решит, похоже, погода. А вот Альметьевск сделает республике сладкий подарок в виде выставки «Мед от всех невзгод». Вечером нефтяную столицу ждет световое шоу и танцы под Зайнаб Фахретдинову. Погуляет на славу и Казань. Все начнется в 10 утра на Старо-Татарской Слободе фестивалем «Играй гармонь». Через час республика вспомнит одного из своих самых талантливых сыновей Хади Такташа. В столице откроется памятник поэту. На площади Тысячелетия привычные 40 км в час в исполнении обыденных автомобилей сменят рев моторов и дрифт гоночных КАМАЗов и спорткаров на шоу «Казан Сити Рейсинг». Лошадиные силы будут в деле и на ипподроме. Здесь пройдут скачки на призы президента республики. На кону 3 миллиона рублей. А любители классической музыки отметят праздник у Дворца земледельцев на оперном фестивале «Казанская осень». Ну и кульминация Дня Республики у Центра семьи «Казан». Гарантирует, что все будет хорошо, Митя Фомин. А певица Ёлка напомнит, что все зависит от нас самих. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Сейчас более подробный прогноз погоды на завтра. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всего вам доброго. В 1963 году Казань-Оргсинтез запустил первое производство фенола и ацетона. Сегодня завод производит более 170 видов продукции общим объемом свыше 1,5 миллиона тонн в год. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. В Мебельграде большая сезонная распродажа. Весь август скидки на 100% мебели. Либридерм, Сирацин, номер 1. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Для простой и взыскательной публики здравница Чувашской Республики. Вас приглашаем в оазис заботы и теплоты. Окунитесь в мир здоровья и красоты. Ждем вас в санатории Чувашия. Легенды гласят, что был тот зверь красив и статен, силен и проворен, и звали его Ирбисом, барсом снежным или белым барсом. Очень давно помог он мальчику, заблудившемуся в лесу, и стал этот мальчик героем народным. Пришло время помочь белому барсу, чтобы и дальше он помогал людям. Поддержи силу барса. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары Хәмдүнә Тимиргалиева, Венера Ганиева, Расим Низамов, Резида Шарафиева, Рөстәм Закиров, Әнвәр Нургалиев, Раяз Фасихов, Марсель Уагизов, Зөфәр Хәйретдинов, Ришат Тухватуллин, Сирина Зайнетдинова, Филис Кахиров һәм башкалар. Махсус кунаклар Альберт Асадуллин, Ринат Ибрахимов һәм Илмира Калимуллина. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәрергә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Башлана 18 сәгатьтә.
Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Пасмурный и дождливый циклон управляет погодными процессами в республике. Подробнее после полезной информации. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробные. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца августа при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. О погоде. По данным Яндекс.Погоды, завтра на юго-востоке будет облачно, местами пройдут дожди. Ночные температуры плюс 14, днем воздух прогреется до 22 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также пасмурно и дождливо. Ночью плюс 13, днем около 19 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Меделинске, Агрызе, Менделеевске дожди пройдут в ночное время и днем. Ночью столбики термометров покажут плюс 11, днем 21 градус. Пасмурный и дождливый циклон и на северо-западе республики. Также ожидаются дожди, ночью плюс 11, днем 18 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном местами ожидаются осадки, ночью плюс 11, днем 17 градусов тепла. В центральных районах, в Чистополе, Нурлате, Аксубаево ожидается облачная погода, временами с дождем. Ночью плюс 12, днем 22 градуса. В последующие дни температуры станут выше, осадки прекратятся. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма, формы для хлеба. Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома на берегу реки Волга. Индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. Успей купить квартиру в готовом доме по цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. О погоде в столице. Завтра в Казани будет облачно, временами пройдут дожди. Температура воздуха в ночное время плюс 11-13, днем воздух прогреется до 17 градусов. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%. Во второй половине дня ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.